день, уважаемые коллеги! Сегодня, 30 марта, мы начинаем установочный вебинар по проведению конкурса «Лучшая сельская школа Республики Коми». Позвольте представиться. Меня зовут Калиницкая Татьяна Сергеевна, исполняю обязанности заведующего Центром развития общего образования, социализации и воспитания личностей Коми Республиканского института развития образования. Именно институт является оператором конкурса, ну и непосредственно Центр развития общего образования является организатором конкурсных мероприятий, поэтому все вопросы, интересующие вас по проведению этого конкурса, по условиям, по требованиям и прочие другие вопросы, которые могут возникать, мы просим предоставлять нам и будем осуществлять организационно-методическое обеспечение конкурса и консультирование непосредственно участников. Ну и сегодня наша задача разъяснить, уяснить для себя более подробно положение, условия, указанные в положении о конкурсе, и у вас также есть возможность задавать вопросы в чате. Я смогу, надеюсь, на них ответить. Ну, для начала мы пойдем с вами по положению, по приказу. Вы видели наверняка этот приказ о проведении конкурса «Лучшая сельская школа Республики Коми». И в первую очередь, что необходимо сказать, так это то, что конкурс проводится, именно этот конкурс проводится впервые. Несмотря на то, что ранее, если вы помните, проводились подобные конкурсные мероприятия «Лучшая школа Республики Коми», в которой была отдельная номинация, посвященная сельским школам. Здесь мы проводим отдельный конкурс для сельских школ, и мы думаем, что этот конкурс станет традиционным, а сейчас вот такой пилотный, скажем так, проект, в котором сельские школы могут проявить себя в полной, во всей красе. Итак, если мы пойдем по положению и по приказу, в первую очередь нам нужно уяснить для себя сроки проведения. Он проводится с 19 марта по 15 июня. То есть 15 июня мы должны будем определить образовательные организации победителей. Каким образом это будет происходить? Давайте будем разбираться. В первую очередь, вот что еще важно, учредителем конкурса является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, оператором конкурса является Коми Республиканский институт развития образования. Что касается положения. Итак, в положении отражены цели проведения конкурса, а именно это поддержка общеобразовательных организаций, функционирующих в сельской местности Республики Коми, и в целях формирования образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования. Конечно, это выявление лучших практик, тиражирование этих практик по функционированию сельских школ. Мы хотим увидеть все то лучшее, интересное, что нарабатывается в настоящее время в наших сельских школах. Поэтому этот конкурс, я думаю, он будет достаточно востребован нашими образовательными организациями. На что стоит обратить внимание? Пожалуйста, обратите внимание на пункт 1.4, в котором сказано, что выдвижение общеобразовательной организации, во-первых, производится органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления общеобразовательной организацией. Что это означает? Вы знаете, что к таким органам, обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательной организации, относятся управляющие советы, советы школы. То есть это те коллегиальные органы, которые должны быть созданы в каждой общеобразовательной организации, в состав этого органа входят представители администрации школы, педагогического коллектива, ученического сообщества,
учредителей образовательной организации и другие члены, да, и другие представители. Вы прекрасно знаете в общем, теорию, да, скажем так, и правовую основу этого создания, да, этих органов. Поэтому в каждой школе они должны быть, функционировать, и могут называться они по-разному. Да? Но чаще всего это управляющий совет, совет школы, и именно эта организация, этот высший орган управления образовательной организацией выдвигает школу для участия в конкурсе. Каким образом он это делает? Вы увидите затем в требованиях, да, что должен быть представлен протокол о выдвижении конкурсных материалов, о выдвижении школы на данный конкурс. Это мы затем разберем. Также выдвижение школы, общеобразовательной организации должно быть согласовано учредителем. То есть каким-то образом школа представляет вот это согласование, или на титульном листе оно должно быть согласование учредителя, либо отдельным письмом, направлением, да, учредителя, но это согласование мы должны увидеть. Далее, на что нужно обратить внимание? Вы увидели, да, перечень, скажем так, характеристик, которые необходимо отразить в конкурсном материале. То есть для чего, собственно, этот конкурс проводится? Мы должны увидеть, насколько сформирована комфортная, безопасная образовательная среда, насколько обеспечено достижение личностных результатов по воспитанию и социализации обучающихся в этой школе, каково профессиональное развитие педагогических кадров в этой школе и так далее. То есть вот этот перечень характеристик, на них стоит обратить внимание, они очень сродни тем критериям, по которым будут оцениваться конкурсные материалы. По участникам конкурса. Прошу обратить внимание на тот момент, что в конкурсе могут принимать участие все общеобразовательные организации, расположенные в населенных пунктах, таких как деревня, село, поселок, поселок городского типа, поселок сельского типа, а также населенные пункты, расположенные в городских округах Республики Коми. Почему это важно? В предыдущем конкурсе, о котором я уже упоминала, да, «Лучшая школа Республики Коми», этот момент был другим, то есть там эти школы не принимали участие в номинации «Сельские», а принимали участие в номинации «Городские школы», приравнивались к ним. Но на самом деле условия, социокультурные условия, социально-экономические условия поселков городского типа, городских округов, а также поселков сельского типа, городских округов, они, конечно же, максимально приближены к условиям сельской школы. Поэтому было принято решение отнести данные населенные пункты к участникам конкурса. Ну и следующее обязательное условие, конечно же, это действующая аккредитация образовательных программ общего образования. Это, я думаю, что всем понятно. По срокам проведения конкурса. Первый этап конкурса, а именно прием, регистрация и техническая экспертиза конкурсных документов, проходит в срок до 27 апреля. Включительно. Это означает, что до 27 апреля мы принимаем документы, а вы должны, участники, убедиться в том, что нами эти документы приняты. Очень часто бывает так, что когда мы используем данную форму подачи материала, а именно это высылка ее по электронной почте, то есть мы принимаем конкурсные материалы по электронной почте. Часто получаются такие случаи, когда участник отослал работу, но по каким-то техническим причинам, сбой в электронной почте, это все что угодно может быть, да, мы ее не получили. Такие случаи также возможны. Поэтому
мы говорим о том, что мы, как оператор конкурса, присылаем, уведомляем вас о том, что мы конкурсные материалы получили. Это производится путем ответного письма. Да, то есть мы отсылаем на адрес, с которого пришла заявка и конкурсные материалы, ответ о том, что, уважаемый участник, ваши материалы приняты. Если вы не получите такое обратное ответное письмо на свои конкурсные материалы и на заявку, это означает, что мы их не получили. Поэтому убедительная просьба. Пожалуйста, участники конкурса, удостоверьтесь в том, что ваши конкурсные материалы получены. В этом случае, если вы ответного письма не получили, можно звонить по телефону, указанному в справочнике, именно Центр развития общего образования, социализации и воспитания, или же по указанным в положении адресам. Можно написать повторное письмо. Их там, как вы видите, 2. Мы до этого дойдем. Далее, экспертиза материалов, собственно, уже экспертная оценка проводится в срок до 31 мая. Это экспертная оценка. И подводим итоги до 15 июня. То есть 15 июня мы уже будем иметь на руках рейтинг и, соответственно, победителей, да, перечень победителей лучших школ, лучших сельских школ. Как я уже сказала, прием, регистрация, экспертная оценка организуется Институтом развития образования, и происходит это путем подачи и приема заявлений и конкурсных материалов на указанные адреса. Их 2, как вы видите. Какие материалы необходимо подать? Во-первых, это заявка, как уже было указано, заверенная коллегиальным органом управления образовательной организации, будь то это управляющий совет, совет школы или какой-либо другой орган. Причем заявка должна быть оформлена по форме, которая прилагается к настоящему положению. Мы ее также рассмотрим. Следующий основной документ, основной конкурсный материал, который вы представите, это, конечно же, аналитическая справка. Чтобы было понятно, что такое аналитическая справка? Конкурсные материалы, которые вы предоставляете на конкурс, должны быть оформлены по типу, не скажу, что полностью, да, по типу портфолио. То есть вы пишете информационно-аналитическую справку о деятельности, отображающую деятельность по заявленным критериям. То есть это связанный логический текст, описательный текст, в котором вы описываете деятельность, связанную с критерием, да, вот по критерию, по показателю. Вот эта аналитическая справка, как связанный логический текст, является основным документом конкурсным, который будет оцениваться. Далее. Обратите внимание на то, что именно эта аналитическая справка также заверяется учредителем вашей образовательной организации и отражает комплекс результатов по каждому из критериев, установленных в приложении, то есть те самые критерии оценивания. Ну и второй очень важный момент – это документы и материалы, подтверждающие содержание аналитической справки, то есть по каждому из указанных критериев и описанных вами критериев вы представляете материалы, какие на ваш выбор. То есть мы не указываем вам, не ограничиваем вас в том, какого рода это должны быть материалы. Может быть, это будут фото, видео, материалы. Это могут быть локальные акты, это могут быть договора, это могут быть отзывы, рецензии, методические материалы, методические разработки, реализованные вами проекты и так далее. Опять же, наградные документы, да, предположим, там могут быть
благодарности, дипломы, грамоты и так далее. То есть здесь спектр предоставляемых документов достаточно широк. То есть все, что, на ваш взгляд, может подтвердить, максимально полно представить тот показатель, который вы описываете. Я думаю, что с этим механизмом, с этой логикой вы уже знакомы, так как, еще раз повторюсь, очень похоже на логику представления портфолио. Поэтому надеюсь, что здесь сложностей не возникнет. Единственное, что хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание, чтобы этих материалов не было переизбытки, да, чтобы их было не очень много. И очень важно здесь участникам выбрать, да, чтобы одни и те же материалы не подтверждали разные показатели, разные критерии, вернее. Предположим, благодарности или отзывы, они могут подтверждать разные критерии. Нужно определиться, какой материал, какой документ будет подтверждать тот или иной критерий, чтобы не было дублирования. Это очень важно. И в первую очередь, конечно, для того, чтобы мы могли объективную, такую полную картину, как эксперты, сформировать и получить от вас. Вот. Если будут еще вопросы по этому поводу, вы, пожалуйста, пишите. Следующий момент, тоже очень важный, в пункте 3.4 отображен. По усмотрению участника конкурсные документы, подтверждающие содержание аналитической справки, могут быть представлены в форме перечня, содержащего ссылку на соответствующий файл, размещенный на официальном сайте общеобразовательной организации. Я думаю, что этот механизм также понятен. Например, к одному из показателей, вернее, или даже ко всем, да, критериям, можно не присылать кипу всевозможных документов. Можно разместить их у себя на сайте, и вполне возможно, что какие-то документы, они размещены у вас на сайте, или же новости, или же целые разделы сайта, да, вашей образовательной организации, отображающие ту или иную деятельность, например, с детьми с ограниченными возможностями здоровья, или с детьми с одаренными, или отдельно работу с социальными партнерами, или работа с родителями. Да. Вы можете прислать ссылки на документы или на разделы на вашем сайте, на вашем официальном сайте образовательной организации. Это такой хороший ход, да, когда вы меньше документов высылаете нам, а мы имеем возможность ознакомиться в таком прямом, да, режиме с содержанием вашего сайта. Но при этом хотелось бы подчеркнуть, что те документы, которые вы размещаете на вашем официальном сайте, должны соответствовать нашим требованиям, да, требованиям, установленным настоящим положением. Эти требования в конце, обратите внимание, указаны. Дальше. Конкурс проводится в соответствии с критериями, с учетом всех представленных документов. Критерии позже мы разберем. Процедура оценивания, она известна. Это экспертная оценка. Каждая работа оценивается не менее чем 3 экспертами и выводится средний балл по каждой из работ. Итоговая оценка определяется как сумма средних баллов по каждому из критериев. Очень важный момент. Победители, и таким образом мы имеем возможность составить рейтинг этих бальных оценок, да, средних бальных оценок, и победителями будут первые 3 общеобразовательные организации в этом сформированном рейтинге. Это, я думаю, что понятно. И следующий важный момент. Эти победители должны набрать
не менее 50% от максимально возможного количества баллов. Эта сумма в настоящее время, это отметка 36. То есть 36 баллов – это максимальное количество по всем критериям оценивания, которые может получить образовательная организация. Так вот, если в ходе экспертной оценки в рейтинге не будет организаций, набравших менее 18 баллов, то конкурс, то есть мы не сможем определить победителей. Это понятно. Результаты конкурса утверждаются приказом министерства и официально размещаются на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и на сайте института. Организации победителей награждаются дипломами, участникам вручаются сертификаты. Такой интересный момент: награждение победителей и подведение итогов осуществляется на Республиканском дне сельской школы 29 августа 2018 года. Время и место проведения будет указано позднее. Это такой вновь утвержденный республиканский день, да, праздник, и время, дату. Думаю, что широко мы информируем, в первую очередь, конечно же, победителей конкурса и участников конкурса, для того, чтобы они могли принять участие в торжественном награждении победителей и подведении итогов. А также список организаций победителей публикуется, как я уже сказала, на официальных сайтах учредителя и оператора конкурса, а также на портале «Открытое образование Республики Коми». Важный момент, уважаемые коллеги: конкурсные документы хранятся в течение года. В течение года конкурсные работы вы можете также забрать, да, потому что, как правило, это ценный материал, собранный по деятельности школы, поэтому есть такая возможность, и мы просим вас ею воспользоваться. Какие технические требования к оформлению материалов? Мы постарались сделать их максимально простыми, понятными, для того, чтобы не было, чтобы излишне не усложнять процедуру подготовки конкурсных материалов. Вы видите, что это стандартные требования к тексту, то есть текстовый редактор Microsoft Word, 14 шрифт, да, размер, межстрочный интервал полуторный, поля стандартные, они в настройках компьютера легко устанавливаются. Кроме того, вы будете направлять материалы, вы должны их заархивировать, потому что, как правило, материалов будет много. Пожалуйста, архивируйте их в простых, понятных архиваторах, такие как RAR, ZIP. Видите, мы не устанавливаем какого-то ограничения по объему материалов, но призываем вас к тому, чтобы эти объемы были разумными. Да? Также можно воспользоваться другими способами архивации материалов, например, загрузка их на Яндекс.Диск, для того, чтобы затем прислать нам ссылку, предположим. Такое тоже возможно. Что еще важно? Я сказала, что мы не устанавливаем каких-то лимитов, но это должно быть в пределах разумного. Итак, уважаемые коллеги, позвольте перейти к другой очень важной части обсуждения положения. Это, собственно, критерии оценки конкурсных материалов. Итак, перед критериями, я прошу прощения, мы сначала по требованиям к заявке. Итак, сведения об организации. Уважаемые коллеги, я прошу обратить внимание на то, что нужно максимально
полно отображать те сведения, которые содержатся, которые требуются в заявке. Это наименование общеобразовательной организации полностью в соответствии с уставом. Мы часто об этом говорим и упоминаем, но все равно встречаются случаи, когда указываются аббревиатуры образовательных организаций, и организаторы тратят много времени на то, чтобы выяснить, как же правильно называется образовательная организация. Иногда эти ошибки закрадываются в итоговые приказы, затем итоговый приказ не подлежит изменению. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, какое наименование, не то, как вам кажется, а то, каким оно действительно указано в уставе вашей образовательной организации. Поэтому это наименование нужно указать верно. Далее, все необходимые данные, которые мы запрашиваем. Это полное имя, отчество директора, почтовый адрес, контактный телефон, если есть факс, адрес сайта общеобразовательной организации. Это тоже очень важно. E-mail, то есть почта, да, электронная почта, также образовательной организации. Сведения о заявителе. Заявителем, я напомню, не считается, а является орган, коллегиальный орган управления образовательной организацией, управляющий совет, либо совет школы, либо какой-либо другой орган, обеспечивающий государственно-общественный характер управления образовательной организацией. Фамилия, имя, отчество руководителя этого органа, да, контактный телефон его, адрес электронной почты, а также, обратите внимание, номер протокола и дата заседания вашего управляющего совета по выдвижению общеобразовательной организации для участия в конкурсе, ну, с его подписью. То есть эту заявку подписывает тот руководитель этого коллегиального органа. Ну и что касается критериев оценки конкурсных материалов. Я напомню, что вы, уважаемые участники, уважаемые коллеги, представляете аналитическую справку и документы, подтверждающие вашу деятельность и максимально отображающую эту деятельность по указанным критериям. Итак, критерий первый – удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством образовательных услуг. Мы не говорим о том, что здесь должно быть. Мы говорим о том, что здесь может быть. Да? Здесь может быть совсем, может быть, не то, что вот я сейчас скажу, да? Это вот как примеры. Вы здесь представляете и думаете сами, каким образом вы можете представить деятельность образовательной организации по выявлению, да, удовлетворенности обучающихся их родителей. Возможно, это какие-то опросы, да, в рамках родительских собраний, в рамках каких-то контрольно-оценочных мероприятий и процедур. Но здесь важно показать учет мнения, не учет мнения, а мнение, да, родителей и обучающихся качеством образовательных услуг. То есть это какие-то исследовательские данные исследования, опросов. Далее, вовлеченность органов власти, бизнеса, общественных организаций в решение вопросов комфортного, безопасного пребывания детей в школьном пространстве. Достаточно интересный критерий. Насколько он может быть, да, представлен, это на ваше усмотрение. Здесь возможно представлять какие-то договора, да, с социальными партнерами, проекты, возможно, и главное описать, да, нужно описать эту деятельность, насколько эти представители указанные, да, вовлекаются в вопросы комфортного, безопасного пребывания детей в школьном пространстве. Организация деятельности школы как субъекта социальной, политической и экономической жизни населенного пункта.
Не секрет, что каждая сельская школа – это такой некий социокультурный центр. Школа не просто как образовательная организация, она выполняет не только образовательные функции, но и еще много других. И здесь предлагается показать именно вот эту сторону жизни школы, именно эту функцию. То есть каким образом школа организует вот это пространство, каким образом она проявляет себя как субъект социальной, политической и экономической жизни населенного пункта. Я не хотела бы сейчас перечислять все те стороны и функции, да, школы, потому что, которые могут быть здесь отнесены, потому что они очень разные. Каждая сельская школа уникальна по-своему, но есть некие общие моменты. Например, да, это каким образом в социальной жизни, что в школе происходят мероприятия не только школьного уровня и школьного масштаба, да, каким образом она вносит свой вклад в развитие муниципалитета, предположим, да, в развитие социальной активности граждан, как посреднический такой орган между субъектами, между организациями различной ведомственной принадлежности, например, организации культуры, физкультуры и спорта, образования, может быть, частных каких-то индивидуальных предпринимателей, да, вот так называемый малый бизнес. Каким образом участвует в жизни политической жизни страны, а это, конечно же, присутствует. Вот недавний пример тому выборы, да, то есть здесь подсказка есть, да, каким образом школа принимает участие в реализации программ, проектов социального партнерства, ну и так далее. То есть я думаю, что здесь есть что показать и есть что представить. Использование потенциала системы дополнительного образования села, района в обучении и воспитании школьников. Несмотря на то, что мы знаем, да, не путаем внеурочную деятельность, дополнительное образование, мы также знаем, что школа активно взаимодействует с организациями дополнительного образования. И вот это самое партнерство, возможно, в условиях договорных отношений здесь нужно показать. Следующий показатель, следующий критерий, включенность органов ученического самоуправления в систему управления школой, вовлечение обучающихся в процессы разработки и реализации социальных проектов. В настоящее время социальное проектирование также очень широко представлено в наших школах, в сельских школах, и ученическое самоуправление, но и не только, да, то есть это и деятельность российского движения школьников здесь также может быть представлена. Здесь могут быть представлены также работа всевозможных волонтерских организаций, добровольческих организаций, проекты, пусть они единичные, да, но показать, каким образом социальная активность школьников имеет место быть в вашей школе и каким образом она влияет на систему управления школой. Далее. Безопасность образовательной среды. Здесь предлагается, вот если посмотреть, да, из контекста критерия, предлагается отобразить некие количественные показатели. Но я рекомендую вам на этом не останавливаться и этим не ограничиваться, и не только говорить об отсутствии травм и о том, какие, какие меры предосторожности предприняты в школе, а также не перечислять, да, там, залы, кабинеты и так далее. Здесь это следует понимать шире, да, насколько безопасность образовательной среды как процесс, кто включается в этот процесс, какие педагоги, какие есть сложности, может быть, да, как вы из этих сложностей выходите, как в этом принимает участие тот же самый орган ученического самоуправления и так далее. То есть, насколько безопасна ваша образовательная среда. 7-й пункт.
это индивидуализация образования. Здесь мы предлагаем показать вам, какой имеется в школе опыт реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов, возможно, адаптированных образовательных программ. Здесь, я думаю, что это понятно, в качестве прилагающегося материала, подтверждающего материала, здесь могут быть как раз вот эти самые программы и планы. 8-й критерий – результативность участия обучающихся в конференциях, творческих и интеллектуальных конкурсах. И здесь пояснение, я думаю, что не требуется. Учащиеся ваших школ принимают огромное количество, вернее, принимают участие в большом количестве различных мероприятий на уровне села, на уровне муниципалитета, возможно, и не только. Да. Сейчас есть возможность принимать участие в мероприятиях всероссийского уровня и даже международного уровня в заочном формате, да, используя средства интернет-сети. Поэтому здесь, я думаю, что не возникнет каких-то вопросов, что представлять в качестве результативности в этом критерии. Далее, результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Ну, по аналогии, если в 8-м показателе это участие и активность учащихся, в 9-м пункте это активность ваших педагогов. Сейчас она возросла, и благо конкурсных мероприятий сейчас нет недостатка в конкурсных мероприятиях, поэтому здесь, я думаю, что вы покажете. Здесь можно в качестве аналитической записки, в аналитической записке представлять ее в виде таблицы, для того, чтобы было удобно ее оценивать, да, и чтобы наглядно это было. Таблицы по годам участия ваших педагогов, ваших учащихся. Причем я прошу обратить внимание, значит, в динамике за 3 последних года вы представляете все указанные выше материалы. Далее. Эффективность применения современных образовательных технологий в образовательном процессе. Здесь возможно, опять же, да, это на ваше усмотрение, что вы здесь покажете. Здесь возможно представление, описание, представление тех образовательных мероприятий, событий, которые вы проводите. Это и уроки, да, и внеурочные мероприятия и события в качестве описания. Да. Сначала мы их описываем в информационно-аналитической справке, а затем подтверждаем. Вот подтверждающими документами могут быть методические разработки этих мероприятий, занятий, событий, для того, чтобы можно было увидеть применение этих современных образовательных технологий, а также оценить их эффективность. Эффективность, кстати, вы опишете в информационно-аналитической справке. И опять же не забываем про динамику, да, трехлетнюю динамику, которую нам бы нужно постараться отобразить в своей информационно-аналитической справке. 11-й пункт. Информатизация образовательного процесса и процесса управления школой. Здесь вы представляете, какого рода информационные ресурсы вы используете в рамках образовательного процесса, какого рода информационное оборудование, да, у вас имеется и вы его используете. Возможно, это какие-то даже внутренние локальные сети, да, описание их и как бы описание работы, эффективности. Ну, то есть вот этот показатель очень такой широкий, и здесь надо подумать, что вы можете представить. 12. Использование педагогами школы информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, а также дистанционных технологий обучения. Мы знаем, да, что такая форма обучения, как дистанционное обучение, оно сейчас широко входит в наш обиход.
И многие школы, в том числе сельские школы, используют данный вид, данную форму получения, реализации образования как дистанционную. Вот здесь у многих школ наработан очень интересный опыт, который бы нам хотелось также увидеть. Далее, наличие возможности получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Это та область, которая в настоящее время активно нарабатывается. Дети с ограниченными возможностями здоровья, они активно, да, появляются в нашей среде и в среде общеобразовательной организации. И этот опыт нам тоже очень ценен. Мы хотели бы его от вас получить. Это описание, во-первых, в информационно-аналитической справке, ну и затем все, что вы предложите. Какие-то, может быть, проекты, какие-то программы разработаны для этой категории детей. Может быть, не для всех. Мы знаем, что категория детей с ограниченными возможностями здоровья, она очень широка. И по нозологиям, да, это очень различная, да, представленность этой категории. Поэтому все, что здесь с вами наработано, мы будем рады это увидеть и посмотреть, да, взять на вооружение. 14 критерий формирования осознанного отношения обучающихся к здоровому образу жизни. Это это результат, заявленный в стандарте, в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и не только всех, значит, стандартов всех уровней образования. Поэтому очень важное направление, каким образом в вашей школе формируется это самое осознанное отношение к здоровому образу жизни. Здесь поле деятельности на самом деле широко. Создание условий для здоровья сберегающей образовательной среды. Здесь могут быть представлены вот те самые технологии валеологические, технологии, те компоненты, да, вашей деятельности, которые как раз-таки создают вот это вот условия для здоровья сберегающей образовательной среды. Где-то, возможно, это какие-то элементы образовательные создаются, где-то материально-технические условия создаются специальные, да, в общем, все, что, на ваш взгляд, может свидетельствовать об этой деятельности. Ну и снова про здоровый образ жизни, теперь уже средствами физической культуры и спорта. Здесь показывать как бы уроки, это понятно, да, что урочная деятельность по физкультуре, это понятно, это не основное, да, все, что вне урока. Каким образом работает образовательная организация на формирование здорового образа жизни посредством физкультуры и спорта. Кружки, секции по внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительные мероприятия, методическая работа, работа с родителями. Здесь, я думаю, что тоже есть чем гордиться у вас, дорогие коллеги. Поэтому думаю, что здесь не будет сложностей в представлении материала. 17-й пункт – реализация гражданско-патриотического направления деятельности школы. За этот пункт также совершенно не волнуюсь, потому что огромный опыт наработан. Это мы видим в рамках конференций по воспитанию и не только. Да, это и гражданско-патриотическое воспитание в рамках урочной и в рамках внеурочной деятельности. Это все наши воспитательные мероприятия, досуговые мероприятия, программы, в том числе программы курсов внеурочной деятельности, в том числе программы воспитания и социализации. Вот все, что в блоке гражданско-патриотическое воспитание у вас отображено, я думаю, что здесь может быть представлено, и в подтверждениях вы не будете нуждаться. Далее, наличие нестандартных дизайнерских решений, последний пункт, в оформлении интерьера школьного пространства обучающей среды. Ну, это то интересное, да, то
которое то индивидуальное, уникальное в вашей школе, которое вы создаете с любовью, и то, что присуще именно вам, да, уникальность школы. В сельских условиях сельской школы, когда это небольшое помещение, когда есть непосредственный контакт с учениками, с их родителями, это сделать, то есть это есть, и мы об этом знаем, и что тот самый уникальный уклад школьной жизни сельской школы, который присущ сельской школе, он во многом зависит еще от оформления, да, внешнего помещений, пришкольного участка, и это хотелось бы тоже увидеть и подчеркнуть. Что вот эти все критерии, да, по которым мы предлагаем оценить вашу деятельность, а вам представить во всей красе. Хотелось бы увидеть вот ту самую, как я уже говорила, уникальную среду сельской школы, которая есть в каждой из маленьких или больших, да, сельских школ. Причем критерии позволяют нам, на мой взгляд, все-таки представить материал и возможность занять призовое место не только большим, да, школам, такие как вот в крупных районных центрах, да, школы, но и школам маленьких поселков. Поэтому мы приглашаем к широкому участию, уважаемые коллеги, вас и ваши школы, и представить их во всей красе. Поэтому я готова ответить на ваши вопросы, если таковые имеются. Если вот я вижу, что вопрос задает Кослан по критерию, вопрос: учитывается ли участие учителей в дистанционных конкурсах и олимпиадах? Да, учитывается. Дистанционные конкурсные мероприятия также приравниваются к конкурсным мероприятиям очного формата. То есть мы не можем вам отказать в этом. Конечно, сельская школа, эти дистанционные конкурсы и конкурсные мероприятия проводятся именно для того, чтобы в отдаленных местностях педагоги имели возможность также участвовать в конкурсных мероприятиях. Мы милости просим, да, принимайте участие в конкурсе. Этот опыт для нас очень важен, интересен. И встретимся, надеюсь, в очном формате, уже в порядке награждения в рамках Дня сельской школы в августе. Я вас благодарю за внимание. Всего доброго.